Вы задумывались над тем, что некоторые овощи и фрукты очень похожи на наши внутренние органы? При этом поразительно то, что особенно полезны для этих органов, на которые похожи. Например, грецкий орех. Складочки и морщинки грецкого ореха очень похожи на человеческий мозг. Вы скажете, что это совпадение? Да, но далеко не единственное. Срез моркови похож на человеческий глаз. Зрачок, радужная оболочка и расходящиеся радиальные линии. Да, наука подтверждает, что морковь улучшает кровоснабжение и функцию глаз. В ней полно витаминов и антиоксидантов, бета-каротина, например, которые снижают угрозу потери зрения в пожилом возрасте. Грецкий орех очень похож на мозг. Складочки и морщинки грецкого ореха делают его форму невероятно похожей на мозг с его левым и правым полушариями. И неудивительно, что орехи считаются едой для серого вещества. Они содержат высокую концентрацию омега-3 полиненасыщенных жирных кислот, которые поддерживают нормальное функционирование мозга. Сельдерей похож на кости. Сельдерей, ревень, китайская капуста и многие другие стебли похожи на кости человека. Эти продукты усиливают костную структуру. Кости на 23% состоят из натрия, и эти продукты содержат 23% натрия. Если в вашей диете не хватает натрия, организм начинает брать его из костей, ослабляя их. Эти продукты восполняют нужды скелета в нашем теле. Авокадо, баклажаны и груши оздоравливают женскую матку и шейку матки и выглядят как эти органы. Современные исследования показывают, что если женщина ест одно авокадо в неделю, это балансирует гормональный фон, уменьшает нежелательный послеродовой вес и предотвращает рак шейки матки. Сладкий картофель, батат, выглядит как поджелудочная железа и действительно балансирует гликемический индекс у диабетиков. Помидоры похожи на сердце. Разрежьте помидор пополам и увидите многочисленные камеры, которые напоминают структуру сердца. Исследования показали, что благодаря содержанию ликопина томаты снижают риск сердечных заболеваний. Причем если вы добавите к этому овощу немного оливкового масла или авокадо, то усваиваемость ликопина возрастет почти в 10 раз. Виноградная гроздь имеет форму сердца. Каждая виноградинка выглядит как кровяная клетка, и все современные исследования показывают, что виноград питает сердце и улучшает качество крови. Апельсины, грейпфруты и другие цитрусовые выглядят как женские молочные железы и действительно улучшают движение лимфы в груди. Сходство с женской грудью круглых цитрусовых вроде лимонов и грейпфрутов может быть больше, чем просто случайностью. В грейпфруте содержатся так называемые лимоноиды, вещества, препятствующие образованию раковых клеток в груди. Имбирь похож на желудок и, как известно, помогает справиться с тошнотой. Он содержит гингерол, обладающий противовоспалительными и антиоксидантными свойствами. Оливки или маслины улучшают здоровье и функции яичников. Фиги или инжир полны семян и растут парами. Фиги увеличивают мобильность спермы и увеличивают ее количество, борясь с мужским бесплодием. Лук похож на клетки тела. Современные исследования показывают, что лук помогает выводить шлаки из всех клеток организма. Лук также способствует выработке слез, которые промывают эпителий наших глаз. Бобы очень похожи на почку и действительно помогают поддерживать почечную функцию. Красное вино выглядит как кровь,
употребление красного вина разжижает кровь, как следствие уменьшая риск образования сгустков крови, которые приводят к сердечно-сосудистым заболеваниям и инсультам. Главное не переборщить с дозировкой. Наблюдательные люди, заметив такое сходство, окрестили это явление «божественная аптека». Мол, это подсказка для нас свыше. Что самое удивительное, многое в этой теории в той или иной степени подтверждается научно. Будьте здоровы и счастливы!